На телекомпанию АТВ в рубрику «Гражданская журналистика» поступил звонок от жительницы города Камрад, которая пригласила нашу съемочную группу к себе домой, чтобы поделиться проблемой. Мать-одиночка с 2 детьми и старой матерью-инвалидом живет в условиях, несовместимых с жизнью. И я подошла к Формузалу Михаилу Макарычу, о помощи попросила его, чтобы он мне помог поставить отопление. 2-й месяц пошел, я ему позвонила, он сказал, что мне поможет. 3 месяца, 4-й пошел. Они также говорят, его нету, он не может вас принять на прием. Он говорил, что я вам помогу, но такой же помощи на базаре тоже не было от него. Сейчас я сама лично к нему пришла на прием, он также нам не помогает. Он политикой занимается, ему надо, где ему выгодней, в какой партии ему... ЛДПМ, где ему там выгоднее, где у него будет денежка, он не смотрит на людей. И вот за 3 месяца, что у меня случилось в доме. У меня дети постоянно болеют, я тоже болею, я задыхаюсь, я уже не могу. Материальное положение этой семьи действительно очень плохое. Старшая девочка Маша ходит в 1 класс, но из-за отсутствия зимней обуви в школу не шла почти 2 месяца. О сложностях их жизни Маша рассказывает со стеснением. Мама не ходит на работу, потому что мама болеет, а бабушка получает пенсию 451 лей. Бабушка на 3-й группе, и она тоже болеет. А ты в школу ходишь? Да, я хожу в школу. Я только пошла в школу. У меня была порванная обувь, я 2 месяца не ходила в школу, и вот мне сейчас Лиля дала обувь. Вся проблема в том, что хозяйка квартиры не может работать по состоянию здоровья. Из-за отсутствия автономного отопления стены в воде, полы гниют, а сырость и плесень стали постоянными жильцами этой квартиры. Как можно жить в таких условиях, задается вопросом Наталья и разводит руками. Но я надеюсь, что он меня услышит. Я в двух телевидения вызвала домой, и я надеюсь, что он услышит меня и моих детей, о помощи вот такой вот, то, что я живу в сырости, мои дети постоянно болеют, и я, и мать моя. Я думаю, это он услышит. Если он не услышит, конечно, я же буду писать дальше. Я понимаю, это у него свои проблемы, но у меня тоже мои проблемы, это мои дети. В таких условиях я детей не могу растить. Молодая женщина пошла на отчаянный шаг в надежде поправить ситуацию. Если после всех моих попыток достучаться до нашего Башкана результата не будет, я намерена обращаться в высшие инстанции, вплоть до парламента Республики Молдова, говорит Наталья.